Ну, Валерий Батькович, у нас такая ситуация. Мы зимой с Васей один ток проверили, он существует. Вася, у этого глухаря ток здесь. Чтобы зря не работали зимой, мы сейчас решили проверить это самое, на ток сходить. Ну, сильно не скучай. Стрельнешь 30 уток, ладно? Суп лишний сварим. Ну, Не скучай. я радуюсь, наоборот. ладно, давай, поехали. Давайте. Надеюсь, успеем дойти. Ух ты, а когда это вы успели почистить дорогу? Ни хрена себе. Это дура прямо на тропе лежала. Раньше обеда не жду. Ладно. Да. Ходьба по лесу. Это жаркая работа. Потовышибающая. Это не хухры-мухры. Короче, прошли первые 200 метров. Что-то стало жарковато. Ветрозащиту оставляем. Шапку за пазуху. Ну, вперед. Ребята сказали, можно мы вперед пойдем женам позвонить. Я уже, пожалуйста, не успел глазом моргнуть. Раз, и уже никого нету. Аж за горизонт куда-то смылись. Ну, весна на меня так не действует уже. Поэтому я своим ходом. Спокойненько. Достаточно далеко на пенсии. Нормально. Догоним. Потому что еще и дорогу знать надо. Что-то жарковато. В рубашке, что ли, пойти? Догнал. Ну что, телефон-то берет? Да. Все, хорошо. Дозвонились или уже еще пробуйте? С работы позвонили. Ну, классный отпуск. Даже здесь достали. Тут в округе 10 километров только одна точка. Телефона можно достать. Все, молча, тишина. Ну, отлично, значит, все подготовили. Все, давай этот. Я тебе, если что, с этого номера буду звонить периодически. Не ловит этот мегафон тут. Все, давай, пока. Это ты на работу звонил? Да. Одно. Нет, если честно сказать, крутой у тебя отпуск. Чего? Я постоянно на связи должен быть. Бывает. Ну все, поперли дальше. А человеку Алло, специально в эту сторону не ходили. выкручивается. Что-то мелко такая. У него-то вообще бабий батальон. Мы когда обратно собираемся? Ладно, давай мы пойдем дальше, а то время-то уже поджимает. Ладно, давай. Ира, он все масло сожрал. Да, гонит он. Че гонит-то? Нормально, 20 минут, нормально. Что-то вы мало разговаривали. Все по делу. Я думал, ты жене звонить будешь, а ты это самое... Он уже позвонил. Они у меня в Екатеринбург ездили. Извини, недооценил тебя. Я думаю, сразу на работу звонит. Ну, ладно, давай, пойдем. Время, деньги. Фу, в этой ветровке жарко идти. Я тут пожалел, что двое штанов одел. Да. Я в одной рубашке пошел, и тоже жарко. Тут у нас гать была, ушла, наверное, под воду. Не пробовал, они сохранились? Не, ну тут так проходили. В принципе, болото нормально держит. Ладно, и я по болоту. Нормально. Слабо засасывает. Только на 30 сантиметров. Болото ты, болото. Так, Вася котики выбрал. Я там же пойду. Ну, городские, пускай по открытому болоту чавкают. Не сильно тонем. Ладно. Весенняя клюква, она сладкая. Малокислая. Ну, относительно малокислая. Что ж. Я думаю, если я в штанах этих дойду, обратно так натерется, что обратно не вернусь. Ну, у меня таких штанов нету. Снимать нечего. А так под курткой одна рубашка. На солнце жарит. А температуру не посмотрел, когда мы поехали, пошли? А что-то нет. Градус, в принципе, небольшой. Там 5 или 6 градусов было.
Ну, ветра нет, солнце припекает. Солнце печет. На солнце выйдешь и жара. А в тени леса, особенно еловым, там прохлада даже. Фу, я там клюкой закусил. В принципе, это у нас сосновый бор. Да, молодость великая сила. Чешут, как паровозы. И не догнать. Ну и ладно. Мы своим ходом. И сильно особо не отстанем. Ну, Василий Батькович, у вас приличная скорость. Это мы сильно не торопимся. Это вы меня ждете, да? Ну да. Мы так прикинули, можно часов в 11, если не торопясь, выйти вечера, и прям с избы ходить. Я понял. Пулеметы, блин. Ну, ладно. Наслаждайтесь пока. Молодостью пока дано. Пока комаров нету. Как нету? Я от первого комара грохнул уже. Извиняюсь перед комарихами. Вы там шпарите, думаю, когда я их догоню, потом смотрю, раз, что-то это Ваня насторожился так, думаю, о, молодец, что-то разглядел. Что там случилось-то? Что-то там смотрели. Да этот, пень, у него трутовик торчит, он такой не серый, как обычно, он такой черный. У него башка из-за пня чата торчит черная. Не понял, ты за медведя принял или за... Не, я думал, птичка. А, Птичка, думал, что-то черное сидит. не, Но я во-первых, стрелять не стал. Это ж мы только туда идем, и туда неси, назад неси, я чё. если был глухарь, я бы стрельнул. Это во-первых, а во-вторых, слушай, если ты что-то такое разглядел в походе, молодец. Это в принципе талант, что идешь и на ходу разглядеть что-то можно. А если не идти, не смотреть, то можно, просто гулять. Да. Это будешь Плохо мясо. только я только одно не понял, а чего вы там 5 минут-то его разглядывали? Начинается. Ну ладно, бывает. Болото ты мое болото. Болото не пройдешь, да только не дойдешь. Интересное разрытое место. Чью-то нору, что ли, почуял, разрыл. Да еще и зубами чиркал по дереву. Так, что тут было интересно? Ну, что было, уже не догадаешься. Вася, знаешь, я догадался, в какой момент я вас начинаю догонять. Когда Иван Батькович курить начинает. Курение в данном случае для меня... Видите, что я с сигаретой? Значит, я не Так курил. как? Я не было. Я не 2 секунды назад. Ну если твое семейство не знает, что ты куришь, я глубоко извиняюсь. Моя семья не знает, что я курю. Он не курил, подтверждаю. Он за это пиво пообещал. Меня жена один раз поймала сигарету. Сказала, что я балабол. После этого она мне сигареты больше не видела. И пахнет, подержать давали. В подъезде надышали, да? Да, это... Фу, ладно. Это легкое болото. Тут жить можно. Ну да. Ялинский тракт. Здесь капитан Морозов в гражданскую войну пробивался к Колчаку через Сыктывкар, Усть-Сысольск. Ну тут мало осталось. Ваня, надеюсь, недалеко отстал? Не знаю, в сторону ушел. Да ты чё? У нас впереди дорога. Свистни, где он там? В сторону ушел, там посмотреть что-то. В смысле, откликнулся или нет? Да. Ну, ладно, значит, не потерялся. Далековато отошел. Надеюсь, не потеряется? Не, как минимум обратно дорогу-то знает. Обратно. Ну, народу показал направление, а у меня обед по расписанию. Пускай готовятся. Класс. Ух ты, скумбрия. Классная штука попала. Классные продукты и классно кушать. Вкусно. Что за фирма, не понял, но вкусно.
Класс. Особенно со своей картошкой. Реально классно. Ну, надеюсь, лежаки там приготовят. Пока тут пообедаю. Ну что, попили, поели. Идем догонять. Ага. Какие-то звуки слышны. Надеюсь, лежаки все будет готово, пока дойду. Ну, вперед. Ну, нашли место. Отлично. Я смотрю, вы сильно и не шумели, тихоря все. О, хотел посоревноваться, не дали. Так, ладно. Бивак нашли, уже плюс. Вон те нижние что, тоже старые? Да, это помнишь, мы там 100 лет назад здесь стоя оставляли? Да-да-да. 2 и вон там 3 толстые. Замечательно. Снизу первый сорт пойдет. Ну, я пообедал. Сейчас чай еще допью. А он сейчас кипит. Кипит уже, свежий. Но это мало, надо побольше. Сейчас Отдохнем чай чуть-чуть. допьем, да? Да-да-да. Время еще есть. Дофига еще времени. Ну, нормально. Ну что, Василий Батькович, по слуху пойдем или, в принципе, известно где там? Не будем время тратить. Да нет, что, зимой съездили. Посмотрели. Уже сейчас пришли, так что нам быть туда все равно ночью идти. Обычно вечером на подслух выходят, определяют, куда села, там и сидит, потом утром таковать начнет. Мы и утром определимся. Ну, здравствуй, Лежанка, давно тебя не видел. Надо будильник выключить, главное, чтобы будильник на телефоне орать не начал именно только. У тебя громкий будильник или что? Иван Батькович, знаете, что я хочу сказать? Благоевские бизнесмены, которые не бюк знает на каких, не на тех базах отовариваются, блин, банка, которую ты угостил, такая вкуснятина. Я попробовал, у меня слюни еще больше. С каждой ложкой у меня слюни больше выделяется, потому что она вкуснее и вкуснее, мне кажется. Ну, как говорит, у меня тесть говна не держим. Такая вкуснятина. Короче, барахло наши бизнесмены, поселковые имеется в виду, не знают, где хорошая вещь купить. Вроде невзрачная банка, такая вкусная. Ай, даже жалко, что съел. Мне жена в свое время занималась продуктами. То бишь она в курсе, где что Она покупать. в курсе,